мы о молитве, об исцелении говорили, потому что в Матфея сказано, и все, что не попросите в молитве с верой, получите. Очень важно, когда люди, только недавно вступившие на путь Христов, то есть они вот подкрепляли, вот, то есть, может быть, для кого-то уже много лет в церкви, да, как бы это уже обыденно, но вот именно Бог напоминает только вот новичкам во Христе, да, что уповайте на меня, не забывайте про меня, главное вспомнить. И Бог постоянно напоминает это. Вроде мелочь, но для таких, как мы, это очень важно. Добрый день, церковь. Аллилуйя, Господи. Я волнуюсь тоже не меньше, чем сестра. Прошу простить, если что-то не скажу, если не связано. В четверг этой недели должна была состояться группа, и она состоялась у нас, наша домашняя группа. Но лидер Андрей попросил, если я задержусь, пройдешь назидание на группу. Ну, что делать? Поручаешь, да, переодеваться. В четверг канал группа ни с того ни с сего начинает воспаляться весна. Никому не надо объяснять, что такое зубная боль. Уже ни до чего. Уже и мысли такие, не пойти на группу, и что-то еще, ну как-то отлежаться. Ну, вспоминаю. Молись и веруй. Начинаем молиться. И тут же начинаю уже удивляться. Проходит не больше минут, я начинаю славить Господа, опухоль все спадает прямо на глазах. А так. Чтобы свидетельство наше было живое, мы сами должны умереть для греха. Чтобы быть настоящими, живыми свидетелями. И также еще хочу дополнить чуть-чуть тоже по исцелению. Хочу поблагодарить в первую очередь опять же Господа за исцеление своей супруги. Во вторник сделали операцию. Хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживал в молитве. И врачи, и ее, ваши, чтобы они силы были. Вот, спасибо большое, церковь.